أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. If you ask me, why do we stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. If you ask her, why does she dress that way, all covered up in a world that gives it all away? Proudly she would say, I am a Muslim. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мне хотелось бы начать с чтения благородного Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا
كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир, приветствие и благословение нашему Господину, любимому пророку Мухаммаду, сыну Абдуллы. Да благословит Аллах его семью, его сподвижников и всех тех, кто последовал по его пути до самого судного дня. Кого Аллах поведет по прямому пути, того уже никто не собьет. Кого же Аллах ввел в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад его раб и посланник. А затем, братья и сестры по исламу, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Для меня большое удовольствие и честь стоять тут, перед вами, и делиться с вами чем-то о следующей жизни, о том месте, если бы которое Аллах не пообещал бы нам, то я не думаю, что кто-либо усердствовал в исламе ради чего-либо. Или, вероятно, что ни у одного из нас не осталось бы надежды, а только жизнь в страхе перед адским огнем. Аллах создал рай, и мусульманин проживает жизнь не только в страхе, а жизнь между надеждой и страхом. Мы живем в надежде, что Аллах простит нам и одарит нас милостью, и мы попадем в вечную обитель, в рай. И мы страшимся Аллаха в совершении грехов, потому что мы помним об адском огне. И мы просим Аллаха спасти нас от огня ада. И мусульманин проживает жизнь в надежде, и в страхе перед адским огнем. Братья и сестры, у меня есть вопрос для вас. О чем вы мечтаете? Чего вы желаете? О чем вы молите? Чего вы предполагаете достичь? К чему вы стремитесь, братья и сестры? Что то, чего вы добиваетесь? Для чего вы стараетесь? Что же это? Задайте себе этот вопрос. Какие у вас стремления? Вы мечтаете о красивой жене или о богатом муже, который очень известен, на которого всегда обращают внимание, и кем бы вы гордились? Мечтаете ли вы о красивой жизни с большим количеством денег? Это то, чего вы желаете? Открыть какую-нибудь фирму или жизнь для карьеры? Вы к этому стремитесь? Копите ли вы на роскошный дом, земельный участок, и, может быть, мечтаете купить остров? Стремитесь ли вы к славе и популярности? Что вы хотите получить? Чего вы желаете? О чем вы мечтаете, о мусульмане? Грустите ли вы из-за отсутствия всего этого? И если это то, чего вы желаете, мечтаете, и то, к чему вы стремитесь, то братья и сестры вас обманули. Вас сбили с толку этим миром, всем этим богатством, всей этой красотой.
Потому что вся эта красота, которую вы видите, подобна тому, как описывает ее в Коране Аллах, как цветок, растущий на земле, который питается дождевой водой, затем цветет. Он прекрасно пахнет и красиво выглядит. Но это всего лишь на месяц, или даже меньше того. Затем он увядает, и на него больше не обращают внимания, как будто его никогда и не существовало. А затем он становится удобрением для почвы. Аллах говорит в Коране: знайте, поймите, признайте, подтвердите, осознайте то, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. знайте, что это земная жизнь, всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами. У кого будет больше дом, у кого будет быстрее машина, кто будет выглядеть красивее всех, у кого будет больше денег. Вот что Аллах говорит в сущности о мирской жизни. И не мусульмане делают это, пытаются заработать много денег, достичь высших должностей. Они это делают, и каждый из них пытается скинуть кого-то другого на пути к большому креслу. Да, это жизнь испытаний, бросание вызова друг другу. И людям нравится в этой жизни владеть огромными деньгами, большим количеством детей, чтобы иметь крепкую основу. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Прямо как тот цветок, который я приводил в пример. Этот мир подобен этому цветку. Он радует совсем немного, а затем исчезает. Если это то, к чему вы стремитесь, братья и сестры, желаете и тоскуете, мне печально об этом говорить, но вы в большом убытке, потому что после вашей смерти, а мы все умрем, вам придется оставить все это позади. Субханаллах. Все это мы оставим позади себя. Да, все это не положит нам в могилу. Вы возьмете с собой лишь две вещи: вашу семью и ваши дела в своей могиле. Но ваша семья вернется домой, а ваши дела останутся с вами. А затем вас ожидает ужасное состояние, если ваши дела были плохими, так как это ужасная компания до дня воскресения. Или это может быть прекрасный спутник, который будет пребывать с вами вплоть до судного дня. Итак, к чему же вы стремитесь? О чем вы мечтаете? Когда мы читаем об ушедших сподвижниках, мы понимаем, что Аллах Свят Он и Велик показывает нам примеры о том, как они жили и к чему они стремились, чего они ожидали и о чем мечтали. В качестве названия я выбрал заголовок, который означает «те, кто заслужили рай», а не те, кто мечтает об этой жизни. Я вкратце приведу вам примеры сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и людей, которые жили до нас. Потому что Аллах Свят Он и Велик говорит в Коране: والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. И те, кто опередили нас, они опередившие. Так говорит Аллах. А не те, кто превзошли нас, опередили нас, а не те, кто близки к Аллаху. Где? В высших степенях рая, окутанные милостью. Огромное количество из тех людей, которые жили до нас, и малое количество из тех, кто живет сейчас. Имеется в виду в наше время. Так кто же такие опередившие братья и сестры? Со времен Мухаммада, да благословит его Аллах, приветствует. Это его сподвижники, те, кто были за ними. Они опередившие. Они обогнали нас дважды. Они ушли до нас. И они опередившие нас потому, что они опередили нас в раю. И остается небольшое количество из последующих. Аллах говорит, лишь малое количество, которые все еще стремятся и трудятся в стремлении к раю. Всего лишь немногие.
как говорит Аллах. Аллах говорит, что Он хвалит тех, кто опережает друг друга в благих делах, а не опережает друг друга в мирских делах. Нет, нет. Те, кто превосходит других людей в чем? В благих делах. Обогнать друг друга. Стремлении в рай. Опередить друг друга в высших уровнях рая. Ни в коем случае настоящий мусульманин не должен желать лишь нижнего уровня рая. Настоящий верующий желает опередить всех и попасть в высшую его степень, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы просите Аллаха о рае, просите о высшей его степени, которая называется Фирдаус, потому что это качество верующих. Верующие, они всегда призывают друг друга к благому». Как-то жили два человека, о которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал нам. Они жили в его время. И они соревновались друг с другом во всем, что они делали. Они любили друг друга ради Аллаха. И они пытались обогнать друг друга в молитве, выстаивая всю ночь в молитвах. И они постились больше дней. Когда один из них узнавал, что его брат постится 2 дня, он начинал поститься 3 дня. Когда он слышал, что другой стал поститься каждый понедельник и четверг, он начинал поститься через день. Когда он жертвовал из своих денег, его брат, узнавая это, начинал жертвовать больше. И однажды они вышли на джихад. Сражаться с людьми, которые напали на мусульман. Атаковали и убивали их. Выживали людей из их домов. И они подумали, что это и есть великий шанс достичь высших степеней рая, потому что Аллах любит тех, кто становится на защиту слабых. И так они выступили и начали сражение в битве, до того момента, как они потеряли друг друга, и один из них попал в плен. И те самые враги, которые приступают к границе дозволенного, те, кто захватили его в плен, они начали его пытать. Пытать его снова и снова. И после каждой пытки он начинал смеяться. И мушрики спросили: «Почему ты смеешься? Мы пытаем тебя. Ты пленник». Он ответил: «Я смеюсь, потому что, хвала Аллаху, я должен умереть шахидом и обогнать моего брата в раю». Вот и все. Я обогнал его. И они воскликнули: «Что же с вами? Что же с вами, о мусульмане? Точно такой же пленник, как и ты, сказал те же самые слова перед своей смертью». Затем он стал плакать, а затем умер. И Аллах сказал, что они встретили друг друга в раю. Те, кто желал рая, старались для него, они стремились к нему. Братья и сестры по исламу, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, описал верующего в этой жизни, сказав: «Это жизнь, тюрьма для верующего, и она рай для неверных». Тех, кто отрицает Аллаха. Да, это рай. Потому что они верят, что существует лишь эта жизнь. Это всего лишь одна жизнь, и она коротка. И нужно получить от нее все. Заработать как можно больше. Но верующий не такой. Он не мыслит так. Он видит, что все в этом мире постоянно манит его совершать запретное. И это создает нам проблемы поклоняться Аллаху правильно и искренне. Оно создает сложности, особенно в наши дни, про которые пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал, что придет время, когда тот, кто будет придерживаться своей религии, будет подобен тому, кто держит горячие угли в своих руках. И это на самом деле так, дорогие братья и сестры. Но это несложно для того, кто ожидает великий удел в следующей жизни. Представьте себе, что вы заключенный. Или представьте, что вы изгнанник, высланный на остров. Вы на чужбине, где нет ни семьи, ни еды, ни воды. И вы мечтаете вернуться обратно к своей семье, вернуться к себе домой. Представьте, какое чувство будет испытывать такой человек, когда его изгнали на чужбину и заточили в клетку. Он сделает все, что в его силах, и пойдет на все, чтобы просто вернуться к своей семье, к себе домой, вернуться в безопасность. Разве не так?
даже если это будет стоить ему жизни. Если он утопает посреди океана, он будет делать все, что только сможет, даже если ему придется использовать последние оставшиеся силы и запасы воздуха, чтобы все-таки достигнуть земли. Этот мир — тюрьма для верующего. Верующий — это тот, кто жаждет Аллаха, тот, кто жаждет рая. Он истинно верующий. А являетесь ли вы такими, братья и сестры? Если вы желаете рая, тогда вы должны заработать его. И есть люди, которые считают, что если ты поклоняешься Аллаху, ты не должен прилагать усилия, желая при этом рая, то все нужно делать только из-за любви к Аллаху. Но это неверно. Этого нет в убеждении мусульманина, потому что Аллах Свят Он и Велик говорит в Коране: они поклоняются со страхом и надеждой. А также жаждут рая. Потому что во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, если кто-либо из подвижников в чем-либо нуждался, вы увидите, что его брат, субханаллах, любой обычный сподвижник готов поставить себя на его место. Аллах говорит в Коране: они откажут себе в том, в чем сами нуждаются, для того, чтобы обеспечить этим своего брата в исламе. Да, если кто-либо нападает на них, они выступят и будут опережать друг друга на поле сражения, чтобы защитить женщин и детей. И не только это. Сподвижники защищали друг друга. Прочтите жизнь пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Подвижники хватали своих братьев за одежду и отбрасывали их за себя, становясь перед ними. Зачем? Чтобы сказать своему брату: клянусь Аллахом, я не позволю тебе умереть передо мной. Я буду защищать тебя, а не ты меня. На что он отвечал: нет, лучше я буду защищать тебя. Вот такими они были. Они любили друг друга, потому что они любили рай и хотели встретиться в нем. Однажды жила женщина, парикмахерша дочери фараона. Она была личным парикмахером дочери фараона. Того самого, который сказал: «Я не знаю для вас ни одного Бога, кроме себя». И эта парикмахерша, она приняла ислам в тайне. И однажды, когда она расчесывала волосы дочери фараона, того, кто называл себя Богом, расческа упала на пол. И когда она поднимала ее, автоматически она сказала: «Бисмилля», во имя Аллаха. И у этой женщины было 5 детей, один из которых был еще грудным. После чего дочь фараона спросила ее: «Когда ты сказала Аллах, ты имела в виду моего отца?» И она ответила: «Нет, Аллах — это Бог твоего отца, тебя и меня». Она разозлилась и все рассказала своему отцу, сказав: «О, отец, эта женщина поклоняется другому Богу помимо тебя». Он воскликнул: «Что? Она знает другого Бога, кроме меня? Кто он? Приведите ее ко мне». И ее привели к нему. И когда она пришла и встала перед ним, эта женщина, братья и сестры, предстала перед могущественным фараоном. И он спросил ее: «Кто твой Господь?» И она сказала: «Аллах мой Господь». Он воскликнул: «Кто такой Аллах?» И она ответила: «Аллах — это мой Бог и твой Бог». Да, она была загнана в угол, но когда ей задали вопрос, она ответила на него. Таким было положение верующих в прошлом, и таким оно должно быть сейчас. Когда они говорили: «Аллах мой Господь», их пытали. Но нас это не волнует, потому что мы знаем, к чему мы стремимся, и мы знаем, кто наш Господь. И мы говорим прямо о том, во что мы верим. Мы не скрываем это. Она сказала: «Аллах мой Господь и твой Господь». Он сказал: «Что? Принесите цепи». Они принесли их и стали избивать ее. «Кто твой Господь?» Она повторяла: «Аллах мой Господь и твой Господь». Затем он приказал слугам принести огромный котел, который был заполнен кипящим маслом. Огромный котел, как небольшой бассейн. Затем он приказал привести всех ее детей, и они притащили их одного за одним. Он сказал: «Поклоняйся мне, я твой Господь». Она ответила: «Никогда». Он схватил ее первого сына и кинул его в кипящее масло. И прямо перед ее глазами его мясо и кожа отделились от костей. Затем он сгорел и разложился. Затем они привели ее следующего сына, и она держалась, Аллаху Акбар.
Они закинули и его, и она не могла их остановить. Затем третьего и четвертого. И последний, пятый, оставался у нее на руках. И она уже была готова отступить. Она была готова отступить перед всеми этими людьми. И это хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, что Аллах свят Он и велик. С высоты 7 небес заставил ее ребенка говорить из колыбели. И он сказал: терпи, о моя мать, ты на истинном пути. Аллах обещал тебе рай. Аллах обещал тебе рай. Не отступай, мама. Затем они закинули ее ребенка в кипящее масло. И она была следующей. Она знала, что умрет, и начала плакать. Фараон спросил: почему ты плачешь? Она сказала: я плачу потому, что хочу попросить тебя кое о чем, но не знаю, выполнишь ли ты мою просьбу. Он сказал: проси, о чем захочешь. Она сказала: после того, как ты закинешь меня в масло, я хочу, чтобы все, что останется от наших тел, было захоронено в одном месте, в одной могиле. Потому что я хочу быть воскрешенной с моими детьми. И я хочу отправиться в рай вместе с моими детьми. И не хочу, чтобы они покидали меня. И она точно знала цену этой жизни и следующей жизни. И после этого ее закинули в кипящее масло. И она попала в рай. Так же, как тот мужчина, тот пророк, имя которого Аллах не упоминает в Коране, в суре Ясин. И мужчина пришел с окраины города, пришел в торопях, и сказал: о мой народ, последуйте за посланниками. Последуйте за теми, кто не просит у вас награды, не просит никакого вознаграждения, не просит ничего взамен. Они те, кто следует прямым путем. И что же они сделали с ним? Они схватили его, как об этом передается в хадисе, поместили его в яму и отрубили ему голову. В другом риваяте сказано, что они просто убили его. И затем Аллах воскресил его и поместил прямиком в рай. И Аллах упоминает об этом в Коране. Он воззвал к ним, сказав: «О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня, и что Он сделал меня одним из приближенных. Рай бесконечный, нескончаемое удовольствие, безграничная свобода, безграничная милость. Если бы мои люди только знали, каким оказался мой исход». يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. О горе рабам Божьим! Не приходил к ним ни один посланник, предупреждающий их и обещающий им, над которым бы они не издевались. И это наше с вами состояние на сегодняшний день. А что же насчет жены фараона? Она также приняла ислам в тайне. И когда фараон узнал об этом, он велел привести ее, как об этом сказано в Коране, свою жену. И в хадисе также говорится, что он схватил ее, сорвал с нее одежду и утолил свою жажду ее грудным молоком, а после стал издеваться над ней. Он пытал ее и мучил ее. Она стала плакать, и Аллах сказал об этом в Коране. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Она воззвала: «О мой Господь!» В то время, когда ее пытали: «Построй для меня дворец в раю и спаси меня от фараона и несправедливых людей». И в хадисе сказано, что во время пыток Аллах показал ей ее замок в раю, и она начала смеяться. И фараон со злости стал пытать ее сильнее, говоря: «Неужели она не чувствует это? Почему она смеется? Пытайте ее сильнее!» И она умерла, смеясь. А они даже не подозревали, что Аллах показал ей ее замок в раю, взгляд на который избавляет от любой боли. Это было настолько потрясающе, что она умерла, глядя на свой дворец в раю. Она умерла, отправляясь в рай. Они из тех, кто опередили нас, дорогие братья и сестры. Какими же они были? Они жертвовали своим богатством, своим имуществом, братья и сестры. Они жертвовали им ради рая. Как? Как можно покупать этот мир за деньги и продавать следующую жизнь за несколько монет или долларов, которые вы можете заработать?
Почему? Как вы можете купить этот мир, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что эта земная жизнь не стоит перед Аллахом даже крыла комара. А если бы она стоила больше его крыла, то Аллах никогда бы не дал неверующему выпить и глотка воды из нее. Если бы она значила больше, чем крыло комара. Есть огромное количество мусульман, которые надели себе этот мир на голову как корону, в то время как сподвижники держали этот мир в своих руках, а религию подобно короне. И если эта корона временно находилась не на своем месте, то они отбрасывали землю и то, что было у них в руках, так как в их сознании была только следующая жизнь. И когда она начинала уходить оттуда, они отбрасывали дела мирской жизни и исправляли свою религию. А в наши дни мы видим совсем другое. Все перевернулось. Они жертвовали своим имуществом. Однажды, мои братья и сестры, случилась одна история между Абу Бакром и Умаром, да будет доволен ими обоими Аллах. Умар всегда пытался опередить Абу Бакра, да будет доволен ими Аллах, потому что это было их качеством. Они всегда завидовали друг другу, когда кто-то совершал благодеяние. Это не та зависть, когда у кого-то больше денег, или красоты, или красивее голос, или что бы то ни было. Они любили друг друга и пытались опередить друг друга ради этой любви. И однажды мусульмане оказались в нужде, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел им принести все, что они могли из имущества, которое было излишком. И Умар, да будет доволен Аллах, сказал: «Сегодня, клянусь Аллахом, я постараюсь обойти Абу Бакра». И он отправился к себе домой и сказал, что я собираюсь взять ровно половину того, что у меня есть. И говорят, что он даже забрал одну сережку у своей жены. Его имущество уменьшилось наполовину. Он собрал огромный багаж, положил его себе на спину и ушел с ним. И по пути он встретил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, который нес совсем немного. И он подумал: хвала Аллаху, сегодня наконец-то я опередил его. Именно так они опережали друг друга. И когда он пришел к пророку, он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: что ты оставил в своей семье? Ты позаботился о них? Он сказал: да, о посланник Аллаха, я оставил им половину. Он сказал: барак Аллаху фикум, о Умар. Затем он обратился к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и спросил: а что ты оставил для своей семьи? И Абу Бакр ответил: я оставил им Аллаха и его посланника, дав понять, что он не оставил им никакого имущества, но Аллаха и его посланника, и они присмотрят за ними. Аллах. Вот почему Умар ибн аль-Хаттаб сказал: я мечтал быть хотя бы волоском на груди Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Ля иляха илlallah. А что же насчет Мус'аба ибн Умейра, который был похож на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, внешностью и характером, на которого взглянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и понял, что у него прекрасная речь, и отправил его в Медину. Он один отправился туда, а когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, переселился в Медину, он увидел, что 8000 жителей Медины уже приняли ислам. Так почему же это случилось? По причине Мус'аба ибн Умейра, да будет доволен им Аллах. До ислама он был самым богатым. До ислама он считался самым красивым. До ислама он так следил за собой, что использовал большое количество благовоний. Он следил за собой так, что женщины Мекки, слыша его парфюм, выстраивались в линию, ожидая, когда он пройдет рядом, желая привлечь его внимание. Да, таким был Мус'аб ибн Умейр, да будет доволен им Аллах. Когда же он принял ислам, он потратил все, что у него было, на тех, кто более нуждался в этом. Затем, в битве при Ухуде, в сражении Ухуда, Мус'аб ибн Умейр сражался подобно льву, защищая мусульман, защищая пророка, да благословит его Аллах приветствует. Его пронзило копье, затем меч, еще один, пока у него не появилось около 70 ран. Он упал на землю. И сподвижники после окончания битвы начали собирать мусульман, муджахидов, мучеников, и они увидели Мус'аба ибн Умейра. Они проверили его имущество и не нашли ничего, чтобы укрыть его. Все, что они смогли найти, это был кусок материи, чтобы обернуть его в кафан. Но когда они покрывали его голову, показывались его ноги, а когда прикрывали его ноги, открывалась голова. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Мус'аб ибн Умейр, мы не можем найти ничего из имущества, хотя бы для того, чтобы похоронить тебя. Ты пожертвовал всем для тех, кто нуждался. В раю же будет их встреча, в самой высшей степени». Мои дорогие братья и сестры, и еще многих из них, братья и сестры.
Их любовь к раю побуждала их делать самые невероятные вещи. Она делала их героями и королями, самыми богатыми, несмотря на то, что у них не было денег. Они были королями, несмотря на то, что у них не было корон и одеяний из шелка и шерсти, самого высокого качества. Они были королями. Они были отважными и счастливыми, несмотря на то, что у них не было ничего, что обычные люди считают необходимым для счастья. Их печаль улетала, когда они узнавали, что они те из последних, кто создан для рая. Если кто-то умирал из их семьи, было достаточно для них, чтобы ушла печаль, если они узнавали, что их близкие попадут в рай. Я приведу вам историю Хариса, да будет доволен им Аллах. Харис, да будет доволен им Аллах, и его мать, Хариса. Однажды он захотел выйти с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в одну из битв. И запомните, братья и сестры, мусульмане никогда не нападали первыми в сражениях. Это происходило после того, как враги начинали изгонять мусульман с их же земель, издеваться над ними, над детьми, насиловать женщин. И Харис, да будет доволен им Аллах, будучи в возрасте от 20 до 25 лет, пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, просить разрешения выйти на джихад. И его мать подготовила его, чтобы он последовал за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И когда они вышли, мои дорогие братья и сестры, мусульмане подошли к одному месту, где находился колодец, источник воды. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал одному из подвижников отправиться и защищать этот колодец, в то время, когда мусульмане будут спать, чтобы никто из врагов не смог захватить его. И вдруг, посреди ночи, когда сподвижник стоял на защите колодца, Харис проснулся и отправился к этому колодцу, потому что он сильно захотел пить. И когда он направился к пригорку и уже подходил к колодцу, тот сподвижник посмотрел на него и подумал, что это один из врагов, который хочет захватить колодец. Он схватил свое оружие и приготовился к атаке. И он пронзил его. Стрела пронзила его грудь, после чего он упал на землю. И тот сподвижник подбежал к нему, чтобы посмотреть, кто же это был. К своему сожалению и жалости и ужасу он понял, что это был Харис, да будет доволен им Аллах. Мусульманин убил другого по ошибке. И перед смертью Харис сказал «Ля иляха илля-Аллах», и его душа покинула его тело. Мусульмане узнали об этом, вышли в битву и вернулись обратно в Медину. Затем мать Хариса пришла одна. Она искала своего сына. И когда она увидела всех солдат, которые вернулись назад, она всматривалась в лицо одного, потом в другое, думая, что это ее сын. И так она продолжала идти от одного сподвижника к другому. Но всякий раз это оказывался кто-то другой. Каждый раз, когда она хватала кого-нибудь из сподвижников, говоря «Мой сын, неужели он стал шахидом? Его убили на пути Аллаха, свят он и велик». И сподвижники отвечали «Твой сын, Харис, не был в сражении, и он не был в первых рядах. Нет, он не умер шахидом. Мне так не кажется, я не думаю, что он шахид». И она начала плакать и кричать: «Покажите мне, где пророк, да благословит его Аллах и приветствует». Когда она нашла его, она подошла к нему и сказала: «О пророк, скажи мне, где мой сын? В раю ли он? Попал ли он в рай? Если ты мне скажешь, что он не попал в рай, то ты увидишь, что я буду делать. Я переверну здесь все вверх дном». Вот что чувствуют матери, мои братья и сестры. Да, мать, которая понимает, что такое рай, она хочет, чтобы ее сын достиг высших мест в нем. И, конечно же, достойным путем. О посланник Аллаха, скажи мне, если он в раю, то я буду радоваться. Если нет, то ты увидишь, что я буду делать. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты в своем уме, о мать Хариса? إن حارثة قد مات شهيدا وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى إنها جنان وإن حارثة في الفردوس الأعلى». Харис умер, защищая ислам. Он не только в райском саду, он в райских садах, так как у рая много степеней, и он попал в высшую его степень, Аль-Фирдаус. Потому что он умер с искренним и правильным намерением. Да, мои дорогие братья и сестры, они жертвовали последним, что у них было, и своими страстями, потому что они желали рая. А вот еще одна история. Сподвижника пророка, да благословит его Аллах и приветствует, молодого юноши.
в возрасте от 16 до 17 лет, которого звали Саляба, да будет доволен им Аллах. И Саляба, да будет доволен им Аллах, был одним из активистов молодежи во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который слушался пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сердце было наполнено верой в Коран. Он был полностью убежден в существовании Аллаха, и он в предвкушении жертвовал всем для достижения рая. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послал его зачем-то. Имеется в виду, он послал его сделать кое-что. И Саляба отправился в путь. Ему хватило бы и половины дня, чтобы исполнить эту просьбу. И уже на обратном пути к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда он уже приблизился к Медине, он проходил мимо маленького селения, состоящего из небольших палаток. Затем он услышал, как в одной из палаток был слышен звук льющейся воды, как в душе, когда кто-то купается. И у Саляба не было права заглядывать в ту палатку, кто был внутри нее. Однако, в конце концов, его страсть победила его. И шайтан побудил его сделать это. Он приоткрыл материал на палатке и заглянул вовнутрь. И внезапно, к его ужасу, он увидел, что внутри купается обнаженная женщина. Он увидел женщину, которая делала полное омовение. И как только его страсть и человеческие чувства начали возрастать, он вспомнил об Аллахе, свят он и велик. Затем он закрыл палатку и воскликнул так резко и закричал так громко. Он сказал, что же я сделал? Теперь Аллах не спошлет аят пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в котором будет говориться, что я один из лицемеров. Потому что в то время Коран еще не спосылался. Он сказал, клянусь Аллахом, теперь он упомянет обо мне, что я один из лицемеров. Как же я мог поклоняться Аллаху, а затем посмотреть за голой женщиной в палатке? Как я могу считать себя верующим? Несомненно, Аллах поведает всем, что я один из лицемеров. Да, Он поведает. Он поведает. И он уже даже забыл о возвращении к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он был так напуган и не хотел никого слушать, потому что он был уверен, то уже не спосылается стих насчет него, по поводу того, что он лицемер. И вместо того, чтобы отправиться к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он убежал. Добравшись до скал, он остался на них. После того, как он не вернулся к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он стал волноваться, спрашивая всех, где же Саляба? Надеюсь, с ним ничего не случилось. Наступил следующий день, и Саляба так и не вернулся. Он отправил своих сподвижников, чтобы найти его. Они отправились, искали его повсюду, и, вернувшись, сказали, «О, посланник Аллаха, мы не знаем, где он находится». И они продолжали поиски в течение недели, пока пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наконец не послал Абу Бакра и Умара, специально для того, чтобы отправиться на поиски и найти его. Он сказал, отправляйтесь и проверьте окраины Медины, холмы, скалы и леса с деревьями. Проверьте каждую палатку, спрашивайте, кого только сможете найти, и найдите Салябу. Я очень о нем беспокоюсь. Они отправились, и у них ушло несколько недель на его поиски, пока они наконец не подошли к тому селению, где они нашли пастуха с его стадом. Они обратились к нему со словами, «Видел ли ты здесь молодого парня, который выглядит так-то и так-то? Зовут его Саляба, о том юноше, который постоянно плачет». Они сказали, какой еще плачущий юноша? Он сказал, тот, который постоянно плачет. Есть один юноша, который находится вон там, у тех скал. Все наше поселение слышит, как он плачет по ночам. И мы даже не знаем, по какой причине. Каждый день он спускается и пьет немного молока от моих коз. Затем он снова убегает к тем скалам. И они сказали, это точно он. Затем Абу Бакр и Умар поднялись к тем скалам и продолжали искать, пока не нашли его, засыпанного опавшими листьями. Его одежда была взорвана. Тело стало худощавым, а на коже появились болезни. Он был очень болен. Им даже показалось, что он умирает. Затем они подняли его, и как только Саляба увидел их, он до смерти испугался, как будто ангел смерти пришел за ним.
Он попытался вырваться и убежать, но ему удалось схватить его. А он умолял: «Пожалуйста, я прошу вас, не ведите меня к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Я прошу вас, я очень боюсь». Они спросили: «Да что с тобой? Возьми себя в руки». А он продолжал: «Прошу вас, не ведите меня к нему. Я знаю, для чего вы меня ведете. Видимо, Аллах не спаслал аят, говорящий обо мне. Ведь он сделал это. Он ведь не спасал аят, упоминающий обо мне. Ведь так?» Они ответили: «О Салиба, мы не знаем, зачем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хочет увидеть тебя. Прошу тебя, пойдем с нами». Он сказал: «Хорошо, но я знаю почему. Я точно знаю почему». Они сказали: «Клянемся Аллахом, нам нужно привести тебя к нему. Это приказ пророка». Они оставили его у него дома и сказали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, что он там. Когда он вернулся домой, он подошел к нему, поцеловал его голову и обратился к нему: «О Салиба, что случилось?» Он ответил: «О посланник Аллаха, ты, наверное, скрываешь от меня». Он спросил: «Что скрываю?» Он сказал: «Ведь Аллах не спаслал аят, указывающий, что я один из лицемеров, ведь так?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взглянул на него, а он плакал и сказал: «Нет, о Салиба, Аллах мне не спосылал ничего насчет тебя». После чего он сказал: «Я, наверное, буду наказан, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «О Салиба, чего же ты боишься?» Он ответил: «Я боюсь, что Аллах поместит меня на нижайшие уровни адского огня. Я совершил грех, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Ты боишься гнева Аллаха?» Он ответил: «Да, боюсь». Пророк сказал: «У верующего также есть еще одно чувство, и это надежда. На что ты надеешься? О чем ты мечтаешь? К чему ты стремишься?» Он ответил: «Я надеюсь на милость Аллаха и на Его прощение». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тогда проси Аллаха о том, на что ты надеешься. И имей только хорошие мысли об Аллахе, и ты обретешь это». После чего он начал молить Аллаха, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тоже попросил Аллаха за него. И вдруг Салиба сказал: «О посланник Аллаха, я чувствую, как будто 1000 муравьев бегают по моему телу». Он сказал: «Ты действительно это чувствуешь?» «Да, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Это смерть. Она пришла и забирает тебя. Ты умираешь, о Салиба. Скажи: ля иляха илля. И Салиба начал повторять эти слова. Ему напомнили: «Скажи: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И он повторял эти слова, пока, наконец, его душа не покинула его тело. И он был прощен. Потому что, мои дорогие братья и сестры, он надеялся на прощение Аллаха, свят Он и велик. Он мечтал о рае, и Аллах простил его. Так же, как и тех, о ком Аллах упоминает в Коране, у которых было 3 куска хлеба. Затем бедняк подошел к их дому, постучался и стал говорить: «Бедняк, бедняк, я очень беден». И они вынесли ему 1 кусок хлеба и отдали ему. На второй день в дверь опять постучали и сказали: «Сирота, сирота, сирота». И они отдали ему 2 кусок хлеба. Затем пришел еще один и постучался в их дверь и сказал: «Пленник, пленник, взятый в плен». И они ответили: «Вот, возьми кусок хлеба». И Аллах, свят Он и велик, сказал в Коране: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Аллах, свят Он и велик, сказал: «Они тратят свое имущество из-за любви к Аллаху и желая рая на пленника, бедняка и сироту. Они говорят им: мы кормим вас и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы ищем довольства Аллаха, и мы страшимся того страшного и томительного дня, про который Аллах сказал:
И Аллах защитит их от зла того дня и одарит их радостью за то, что они проявляли терпение. Рай заслуживает терпения, мои дорогие братья и сестры, и усердствования. Райские сады и шелка. Тени от деревьев будут близкими к ним, и плоды будут подчинены им полностью. Они будут иметь дворцы из золота, и все то, о чем мечтали. Их будут обходить золотыми подносами и сосудами из серебра, преподнося им виноград и фрукты, и прекрасные напитки. И Аллах Свят Он Велик позволит им пить из источника, который настолько прекрасен и приятен, что они никогда не пробовали ничего подобного. Из источника, который назван Саль-Сабиль, рай, ширина которого равна небесам и земле. И они также жертвовали своими жизнями. И это последняя история, мои дорогие братья и сестры. Клянусь Аллахом, эта история произвела на меня впечатление. Эта история произошла примерно в X веке по хиджре. В то время враги ислама были беспощадными. Они напали на мусульман в месте, которое называлось Ар-Рака, в Ираке. Они опустошали дома, насиловали женщин и похищали детей. И даже убивали стариков. Это задокументировано в истории. Все это по причине того, что они говорили «Наш Господь Аллах». После всего этого беспредела появился человек, который был хорошим ученым и хорошим лидером, и полководцем. Его намерением было только защищать мусульман, где бы они ни находились, и где бы только их ни притесняли. Его звали Абу Кудама. И этот человек, Абу Кудама, был одиноким и был очень аскетичным. Однажды он сидел в мечети, когда группа людей подошла к нему и спросила у него: «О, Абу Кудама, у нас появилось свободное время. Можешь ли ты рассказать нам какую-нибудь невероятную историю, которая произошла в твоей жизни? Мы хотели бы услышать что-то необычное и поразительное, что можно только услышать. Можешь ли ты рассказать нам о Абу Кудама и этим приблизить нас к Аллаху Свят Он Велик?» И Абу Кудама, немного помолчав, начал свой рассказ. Когда все замолчали, так как вы сейчас, он сказал им: «Я расскажу вам одну историю, одну из потрясающих историй, когда-либо происходивших со мной, и мне до сих пор нелегко ее рассказывать». Он сказал: «Однажды я отправился в Ар-Рак, в Ираке, и я остановился в мечети. Я отправился в город, где были молодые мусульмане, для призыва солдат, готовых защищать границы Ар-Раки, для того, чтобы установить охрану на ней. Чтобы во время атаки врагов границы были достаточно укрепленными, чтобы защитить женщин и детей. Как Аллах сказал об этом в Коране: «Что же с вами, о верующие? Почему вы не выходите в сражение на пути Аллаха, в то время как слабые и незащищенные люди взывают: „О Аллах, пошли людей для нашей защиты“?» И мы все ответственны за слабых людей. Где бы и когда бы это ни случилось. И далее он начал собирать людей. И лишь немногие последовали за ним. И он стал просить, чтобы люди собрали кое-что из имущества и денег. И уже ближе к вечеру, когда наступила ночь, он снял маленькую комнату. Он сказал: «Я отправился и остановился там. И сразу, после ночной молитвы, я собрался совершить молитву витр, когда совсем внезапно, посреди ночи, когда все вокруг было окутано тишиной, что можно было услышать даже малейший шорох снаружи, в мою дверь кто-то постучал. Я сказал: Субханаллах, ведь никто не знает, что я здесь. Я ведь только вчера приехал, и уже стук в дверь. Интересно, кто же это может быть?» Он сказал: «Я медленно открыл дверь, и передо мной стояла женщина. Я не видел ее лица, потому что она покрыла все свое тело, абсолютно все. Она открыла свою руку и протянула к нему. И перед тем, как показать, что в руке, она спросила: „Это ты тот человек, который собирал сегодня ополчение?“
это ты тот человек, который собирал имущество для того, чтобы остановиться на наших границах и защищать нас? Он ответил, да. Ты тот, кто призывал к джихаду? Он ответил, да, это я. Она сказала, открой же свою руку. Он открыл ее, и она бросила ему в руки замотанный кусок одежды. Она сказала, возьми это. Возьми это, потому что это аманат. Я доверяю тебе это на хранение. И она убежала. Это все, что она сказала. Он говорит, я хотел задать ей много вопросов, но она на них не ответила. Когда я развернул одежду, я обнаружил кусочек бумаги. Там было просто что-то написано, плюс толстый пучок волос. Я прочел, что в нем говорилось. Сегодня ты призывал новобранцев, чтобы они сражались вместе с тобой и защищали слабых людей. Я женщина и не способна воевать. И также у меня нет имущества, чтобы отдать тебе. Но мое сердце охватило печаль и горе от того, что я ничего не нашла, чем могла бы пожертвовать тебе. И поэтому я вернулась домой и срезала пучок своих волос. Тот, который перед тобой. Единственная вещь, которой я могу откликнуться на твой призыв, это клочок волос. Я прошу тебя, пожалуйста, используй его как узду. То есть как веревки, которые надевают на лошадь. Может быть, Аллах примет это и увидит, что я сражалась вместе с тобой на джихаде. Хотя, конечно, не разрешается женщине в исламе отдавать локон своих волос мужчине. Однако ее стремление к джихаду достигло такой степени, что ее невозможно было остановить. Она сказала, завтра мой сын придет к тебе. Он моя подмога. Посмотри, хорош ли он. На этом все. Он сказал, субханаллах, что же это за женщина? Он сказал, я взял локон волос и надел его как уздечку. А следующим утром прибыли войска, и мы выступили на поле сражения. Когда мы достигли района боев, то есть границ, мы знали, что группа солдат послезавтра отправится навстречу к нам. Поэтому я приказал бойцам подготовиться и встать на охрану. И как только мы собрались двинуться вперед, я услышал голос издалека, зовущий меня. «О, Абу Кудама! О, Абу Кудама! Подожди меня!» Я взглянул назад и увидел мужественного всадника, бесстрашно мчащегося галопом к нам. Его лицо было закрыто. Как только этот мужчина приблизился к нам, я сказал ему, «Чем я могу тебе помочь?» Он ответил, «Подожди меня». «Хвала Аллаху! Альхамдулилля! То, что мне было предписано встретить тебя и объединиться с тобой». Он сказал, «Успокойся. Остынь, переведи дух». Мужчина сказал ему, «Ты не понимаешь. Я совершал дуа всю свою жизнь. Получить эту возможность. Я уже было подумал, что мы разменемся. Но Аллах Свят Он Велик знал, что я собираюсь присоединиться к тебе. Альхамдулилля. Хвала Аллаху». Абу Кудама сказал, «Так чего же ты хочешь?» Он ответил, «Я хочу сражаться с тобой. Я хочу принимать в этом участие». Затем Абу Кудама сказал ему, «Покажи мне свое лицо. Я хочу знать, кто ты такой». И он неохотно снял ткань со своего лица. И Абу Кудама сказал, «Я посмотрел на его лицо, и передо мной было самое красивое лицо, которое когда-либо освещало мои глаза. Лицо юноши, приблизительно 17 или 18 лет. Его лицо было подобно сияющей, полной луне. И я заметил, что он был молод. Я сказал, «Сынок, какова степень твоего мастерства? Как же ты хочешь воевать с нами? Нет, ты не можешь выступить вместе с нами, ты слишком молод. Возвращайся назад». Однако он ответил, «Моя мать пришла к тебе прошлой ночью». Я сказал, «Что?» Он сказал, «Да, моя мать». Он сказал, «Она та, которая дала тебе пучок волос, и она попросила тебя присмотреть за мной». Я сказал, «Так это была твоя мать?» Он ответил, «Да». Он сказал, «Тебе следует вернуться обратно. Она должна смотреть за своим сыном».
И он схватился за него. Этот молодой юноша, говоря ему: «Нет, Абу Кудама, нет! Мой отец принимал участие в джихаде, и теперь я тоже хочу воевать. Я хочу защищать границы. Пожалуйста, прими меня. У меня большой опыт от многих сражений, и я квалифицированный наездник. Я очень обученный человек. Клянусь Аллахом, ты увидишь, что я вам пригожусь». Он настолько настойчиво требовал свое, что Абу Кудама сказал: «Хорошо. Если ты так сильно хочешь поучаствовать, то ты должен будешь стоять в последних рядах». И он ответил: «Этого достаточно. Я сделаю это». И так они выдвинулись. Враг приближался к ним. Поступили новости о наступающем враге. И когда пришло время обеда, солдаты захотели кушать. И они послали за этим юношей, его звали Мухаммад, чтобы он отправился готовить еду. И вот прошел час, два, но еду так и не принесли. Абу Кудама сказал: «Я стал искать его, для того, чтобы узнать, что его задержало. И когда я пришел, я нашел его спящим, а котел кипел перед ним». И я сказал: «Субханаллах, наверное, он очень сильно устал, потому что весь день он был на ногах. Все время, когда я смотрел на него, он был самым активным среди людей. Он заканчивал одно дело и приступал к другому, вставал после него и помогал следующему человеку. Он был очень активным. В течение всего дня он поразил меня, насколько же проворным был этот молодой человек. И мне стало жалко его. Я подумал, быть может, он нуждается в некоторой передышке. Поэтому я не мешал ему и не беспокоил его, и решил сам закончить приготовление еды. Но пока я стоял и готовил, я услышал маленький звук, который исходил от него. Я посмотрел на него, и вдруг я увидел, что все его лицо начало улыбаться. Он спит. И спустя несколько секунд его улыбка расширилась. Через некоторое мгновение стали видны его зубы. Еще через некоторое время он стал смеяться и хихикать. Его смех становился все сильнее и сильнее, и в конце концов он внезапно проснулся. Он смотрел на меня с открытыми глазами, а его улыбка исчезла в один миг. Как будто он был удивлен моему появлению перед ним, так как он не хотел, чтобы я был тут. Словно у него был секрет. Он немедленно встал и сказал: «Простите меня, о Абу Кудама, я не заметил, как заснул. Пожалуйста, вы не должны готовить еду. Пожалуйста, позвольте мне продолжить». Абу Кудама сказал: «Нет, садись же. Клянусь Аллахом, я не дам тебе сделать что-либо до тех пор, пока ты мне не скажешь, почему ты смеялся». Он сказал: «Я смеялся?» «Да, ты смеялся так, что твой смех можно было услышать на расстоянии 2 метров». «О, Абу Кудама, так как ты видел меня смеющимся и не хочешь позволить мне выйти, я расскажу тебе о своем сне. Но это должно остаться секретом между тобой и мной. Потому что если я расскажу тебе, то я боюсь, что Аллах лишит меня награды пребывания здесь. Может быть, оно не будет искренним». Он сказал: «Я слушаю. Я на самом деле хочу знать, что ты видел». Затем юноша сказал: «Я спал. И мне показалось, как будто бы пришел мой последний час. Земная жизнь закончилась. И настал судный день. Каждый смотрел в небеса. И внезапно я услышал голос, который вызывал меня: «Хватите Мухаммада и введите его в рай». Среди всех Аллах направил ко мне свет и забрал меня. И рядом со мной был мужчина, очень красивый мужчина. Свет, который исходил из него, достигал самых дальних уголков, которые я только мог увидеть. Он забрал меня в рай. И я спросил его: «Кто ты?» Он ответил: «Я один из твоих слуг, которых Аллах создал в раю, в твоем дворце». И я спросил: «Куда ты ведешь меня?» Тут он начал улыбаться. Он сказал: «Я беру тебя к твоей семье, твоему богатству, твоему месту, тому, что принадлежит тебе в раю». И так он стал улыбаться еще сильнее. И когда они достигли больших ворот, больших дверей, последнего места, он сказал: «Я не могу войти туда. Внутри тебя ждет женщина, и мне не позволено поднимать на нее свои глаза». Он улыбнулся еще сильнее. И когда он вошел, он сказал: «Я увидел,
Там много красивых женщин. Их сияние было так велико, что я подумал, если бы они показали мне себя на земле, они бы осветили весь мир. Они взяли меня за руки и увели. Я спросил их: вы мои жены? Они ответили: нет, мы лишь твоя прислуга. Твоя принцесса ждет тебя внутри этого огромного шатра, лежащая на шелковых листьях. И я вошел. И вдруг я увидел женщину, которая почти заставила мою душу покинуть мое тело. И я спросил: кто ты? Она улыбнулась так, что показались ее зубы. И она сказала: я та, которую Аллах обещал тебе. Я твоя жена в раю. Я та, которую Аллах даровал радостью для тебя. И ни один уверовавший не знает, что Аллах подарил радостью для них в раю, даже для женщин. Затем он сказал, он вошел, поднял руку и дотронулся до нее. Затем она взяла его руку и мягко вернула обратно. Она сказала ему: нет, нет, о Мухаммад, не сейчас. Я просила Аллаха защитить тебя от плохих поступков, так что пока что я еще не твоя. Все это потому, что ты уберег себя от запретных действий с женщинами, и Аллах даровал меня тебе. Так держи же себя в чистоте, о Мухаммад. И наша встреча завтра. И мы будем разговляться завтра вместе, так как Мухаммад постился каждый день или через день. Затем он сказал, когда она разговаривала со мной, я начал смеяться. Я действительно хотел приблизиться. Она сказала: нет, нет, о Мухаммад, не сейчас. И я стал смеяться до тех пор, пока не проснулся. Вот моя история, о Абу Кудама. Пожалуйста, пусть это будет секретом между тобой и мной. Иначе моя награда уйдет. Это мой секрет. Абу Кудама сказал: мой взгляд застыл на этом юноше. А на следующий день напал враг. Он был бесстрашен. Мы атаковали и набрасывались. Я оглядывался назад, туда, где должен был стоять Мухаммад, но внезапно он уже оказывался впереди. И он был абсолютно неопытен в бою. Он даже не мог нормально держать меч. Мухаммад обманул Абу Кудаму, говоря о своем опыте. Он сказал: я так и не смог его догнать. Он был далеко впереди. И он стал читать послание своей матери. «О, сынок, если ты встретишь их, то не убегай назад, показывая им свою спину». Он взывал примерно так: «Аллаху Акбар». Он сражался с тем, кто сражался с ним. Он сражался с тем, кто поднимал меч на него и на мусульман. Он защищал этого человека и того человека. И в конце концов, говорит Абу Кудама, бой стал настолько жарким, что я потерял его из виду. И в итоге Аллах даровал нам победу, потому что наша борьба была благим делом. И после победы мы стали разыскивать наших мучеников. А я же просто хотел найти этого юношу, Мухаммада. Меня больше никто не беспокоил. Я все никак не мог найти его. Когда вдруг на небольшом расстоянии я увидел юношу, поднявшего руку, говорившего: «О, дядя! О, дядя!» Я смог услышать его. Изо всех сил я побежал к нему. Я схватил эту красивую руку, как будто это был мой сын. Я посмотрел на его лицо. И то лицо, которое однажды было молодым, которое было красивым, которое было таким привлекательным, и тело, которое было таким молодым и сильным. Лошадь растоптала его. Колеса сломали его кости. Его лицо было искажено. Он держал оторванный кусок рубахи. Он дышал очень глубоко, умирая. Затем Абу Кудама стал держать его лицо, плача. Он сказал: «Сыночек, я же говорил тебе, что война очень страшна. Разве я не говорил тебе, что битва — это не то, что ты думаешь? Разве я не говорил тебе, что ты слишком молод? Я говорил тебе, будь сзади, а ты пошел вперед.
Зачем же ты так поступил с собой? Он посмотрел на него и сказал ему: «О Абу Кудама, именно для этого и воспитала меня моя мать. Мой отец также умер за этот призыв. А вы хотите помешать мне? Вы и все люди. О Абу Кудама, вы говорите мне отступить, когда Аллах говорит мне: чего же вы боитесь? Сражайтесь за его призыв». И он сказал: «О Абу Кудама, это то, чего я хочу. Клянусь Аллахом, что я могу видеть свои дворцы перед собой. Если бы ты только мог видеть то, что вижу я у дядя». Затем он сказал: «Но я попрошу тебя кое о чем. Моя мать, когда ты прибудешь к ней, будет очень печально. И она не поверит тебе, что я умер на пути Аллаха. Поэтому я хочу, чтобы ты взял этот кусок рубахи и показал ей, чтобы она облегчила свою печаль и знала, что я в раю. И она также будет со мной в раю, благодаря тому, кого она воспитала. Дай ей знать, что она не должна печалиться. Я умер, и что она будет со мной навсегда, в высшей степени рая. О, мать, я умер на пути Аллаха. Теперь ты точно будешь вместе со мной и моим отцом». Он сказал: «Потому что ничто другое больше не войдет в ее сердце». Он сказал: «О Абу Кудама, у меня также есть маленькая сестра. Ее зовут Фатима, и ей всего лишь 8 лет. Она росла со мной и полюбила меня очень сильно, когда наш отец ушел. И я также люблю ее очень сильно. Но как бы то ни было, я никогда не видел любви сильнее, чем ее. Она очень привязана ко мне. И когда ты прибудешь к ней, пожалуйста, постарайся присмотреть за ней. Так как я переживаю, пожалуйста, постарайся успокоить ее, подобрать для нее самые подходящие слова, так как я переживаю за ее реакцию. Она очень любит меня, и не показывай ей мою рубашку». И Абу Кудама пообещал ему это. В то время как он держал его на руках, юный Мухаммад стал улыбаться. Его улыбка стала шире и еще шире, до тех пор, пока он не начал хихикать. И он сказал: «О Абу Кудама, ля иляха илляллах». Девушку, которую он видел во снах, ее имя Мардия, что значит «приятная». Он сказал: «О Абу Кудама, посмотри же на нее. Она спустилась с небес и лежит передо мной, держа меня за руку. Она ждет меня. Аллах даровал мне то, что обещал, и я иду в рай вместе с моей женой. Она будет сопровождать меня. Наш секрет». А затем он умер, кусая свои губы. Вот так. И сказал: «О дядя, помни о нашем секрете». И он умер, отправившись к Аллаху Свят Он Велик. Затем Абу Кудама вернулся в его земли, в эту деревню, и все женщины вышли встречать муджахидов. Затем пришла мать Мухаммада. Она искала его. Затем подошла к Абу Кудаме и спросила его: «Мой сын, где он?» Абу Кудама посмотрел на нее и сказал: «Он скончался». И он сказал: «Он сражался в первых рядах и не отступал назад, так как вы наказали ему, и как побуждали его сделать это». Она сказала: «Я не верю тебе. Я не верю». Точно так же, как рассказывал Мухаммад. Затем он сказал: «Он попросил меня дать вам эту рубаху». Она посмотрела на нее, и она знала, что это были кровь и пятна ее юного сына, Мухаммада. Затем она заплакала, вознеся руки к небу, сказала: «Альхамдулилля! Хвала Аллаху тому, кто спас моего сына. Если на то будет воля Аллаха, я вас соединюсь с моим сыном и мужем». Однако до этого Абу Кудама увидел кое-что. Маленькая девочка, поднимающаяся к каждому мужчине, порхающая как бабочка, трогая одного, смотря на него, затем трогая другого и смотря на него, потом поворачиваясь к другому мужчине и проверяя его лицо, так, как это делает маленький ребенок. И Абу Кудама знал, что это Фатима, которая ищет своего брата. И я подошел к ней, говорит Абу Кудама. Я взял ее и поцеловал ее. Спросил: «Кого ты ищешь?» Она ответила: «Мухаммада». «Где Мухаммад?» «Он мой брат. Ты его знаешь? Ты знаешь, где Мухаммад? Он мой брат. Я так сильно люблю его и хочу увидеть его. Он обещал мне, что вернется». Мухаммад сказал Абу Кудаме. Он сказал ему перед смертью: «Я обещал своей сестре, что я вернусь, а иначе она бы никогда меня не отпустила». Но я не собирался возвращаться. Она сказала: «Он обещал вернуться. Где же он?» И Абу Кудама начал плакать.
Он сказал: «О Фатима, твой брат сказал ассаляму алейкум». И он сказал, что вы скоро встретитесь в раю, иншаллах. Она спросила: рай? Неужели он умер? Абу Кудама сказал: да. Он умер за веру, но не успел он сказать эти слова, как Фатима сделала глубокий вздох и упала без сознания на землю. Он подошел к ней, чтобы поднять ее, однако ее уже поднимала ее мать. Сказав: оставьте ее, она увела ее в комнату. Абу Кудама стучал снова и снова, но было слишком поздно. Он слышал, как мать плакала внутри, говоря: «О мой Господь, мой муж умер за твой призыв, и он в раю, иншаллах. Мой сын, я пожертвовала им во имя тебя, я воспитала его. Пожалуйста, не отвергай меня. Мое присутствие и встречу с ним в раю. И теперь моя дочь скончалась, последовав за ее братом. О Аллах, мой муж, мой сын и моя дочь. Все они во имя тебя. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Все мы от Аллаха, и к нему мы вернемся. О Аллах, гарантируй мне место в раю вместе с ними. О Аллах, соедини меня вместе с ними». И она стала плакать до тех пор, пока ее голос не исчез в темноте. Абу Кудама продолжал стучать, но она так и не открыла ему. Он сказал: «Я оставил эту дверь и ушел». И по сей день эта история, мои дорогие товарищи, остается необъяснимой для меня. Я не знаю, что произошло после этого. О, братья и сестры, это были истории тех, кто искренне в своих сердцах сражался во имя возвышения слова Аллаха, кто искренне в своих сердцах сражался за рай. Боремся ли мы за рай хоть как-нибудь? А способны ли мы чем-нибудь пожертвовать, братья и сестры? Нет, клянусь Аллахом. Я вижу, что многие из нас думают прежде всего о себе, чем о других. Многие из нас думают о своих нуждах и животах, о своих карманах прежде, чем о других людях. Более того, я вижу, что некоторые мусульмане сегодня заявляют, что они мусульмане. Они говорят: мы берем деньги под проценты у банка, потому что мы нуждаемся. Нуждаемся в чем? Они хотят купить дорогой дом путем риба. Они хотят добиться своей цели. Сотни тысяч долларов. Вот их цена. Да убережет нас Аллах. Они ищут пути шайтана, говорят: мы нуждаемся. Мы видим людей, которые даже ни капли не думают о других людях. Они не жертвуют из своего кармана даже финик. Во имя Аллаха, даже финик. Когда вы заправляете бензин, забудьте о том, чтобы заправиться на $25. Заправьте на 20, а $5 оставьте на пожертвование на пути Аллаха. Вы тратите деньги на сигареты, и вы не откладываете это. Так бросьте это, а деньги отложите как милостыню во имя Аллаха. Давайте милостыню, которая будет непрерывна, благотворительность, которые принесут вам пользу в могиле. Места, которые побуждают к этому и работают на это. Подумайте о ваших братьях, прежде чем подумать о себе. Аллах Свят Он и Велик хочет, чтобы мы поступали именно таким образом. И в этих историях приведены примеры, и в них присутствует мудрость. Я оставляю вас с этой мудростью и с этими примерами. Аллах говорит, я заканчиваю этим. Аллах говорит, فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. и рассказывай истории им, чтобы они обдумали все. Истории, которые не являются ложью, а истории, являющиеся подлинными фактами, которые могут приблизить вас к Аллаху и к раю. Я прошу Аллаха Свят Он и Велик соединить нас в раю. Я прошу Аллаха Свят Он и Велик сделать нас теми, кто действительно желает рая. Потому что как вы войдете в рай, если вы не желаете его? Мы просим Аллаха спасти нас от адского огня. О Аллах, мы ищем прибежище от Твоего гнева. О Аллах, мы просим Тебя позволить нам соединиться и позволить нам выпить из источника пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах, сделай нас теми, кому пророки и шахиды будут завидовать и ревновать в судный день. Это те, которые любили друг друга во имя Аллаха. О Аллах, позволь нам быть на высоких мимбарах в судный день за нашу любовь друг к другу, из-за нашей искренней любви друг к другу.
اللهم لا تمنعنا الجنة، اللهم لا تمنعنا نهر الكوثر، ولا تمنعنا السلسبيل، ولا تمنعنا تسنيم، ولا تمنعنا الفردوس الأعلى. اللهم آمين. Я благодарю вас за внимание, мои дорогие братья и сестры. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.